Вчера в 6-м микрорайоне на пересечении улиц Сухебатора и Юнусалиева сгорела тандырная, где готовили лепешки и самцы. Огонь охватил здание за считанные минуты. После перекинулся на соседние строения, на аптеку, точки быстрого питания и оптику. Далее огонь перекинулся на другую сторону дороги. Сгорело сухотравье. Помогали тушить пожар и милиционеры, выливая воду из бутылок. Дело в том, что сзади вот этих всех сооружений находятся газовые трубы и основной источник газа. Поэтому боялись, чтобы вот этот дом не пострадал. Если вы обратили внимание, что постройка этих заведений очень ветхая. Здесь кирпичом даже и не пахнет. Я удивляюсь, как владелица вот этих заведений могла сдавать эти помещения. По сути, они вообще непригодны. Здесь уже неоднократно Суши Вока владелец говорил, что нельзя вот это вот газ, шаурма, это опасно. Он ее предупреждал несколько раз. Сообщение о пожаре поступило в 15:47. На ликвидацию огня было направлено 5 пожарных расчетов. Общая площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Спустя почти час пламя удалось локализовать. Погиб человек, его личность и пол устанавливается. По предварительной версии причиной стал взрыв газового баллона. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. На тушение было задействовано 5 пожарных расчетов и 1 пожарная автолестница. Кроме этого, на тушение пожара было задействовано сотрудники МВД, МЧС, Североэлектро, а также газовые службы. В результате пожара было установлено, что погиб 1 человек. В настоящий момент личность его устанавливается. Жители близлежащих домов на протяжении 15 лет не раз обращались в соответствующие органы о принятии мер в отношении таких заведений, которые могут нести потенциальную угрозу жителям микрорайона. По их словам, это не единичный случай. Ранее было зарегистрировано еще 4 подобных пожара. Мы уже неоднократно писали, на протяжении 15 лет мы пишем, чтобы убрали вот эти легкие все ларьки. Это уже 4-й пожар. Все, за все это время, говорю, все. И мы уже писали и в мэрию, обращались, говорю, и в Акимиат, говорю, и в МТО обращались, все, везде. Никто нас не слышит, говорю, все, говорю, это стихийный базар, говорю, у нас. Вот они ушли, оставили все доски, столы, все, ушли, говорю, больше им ничего не надо. Оказалось, что Экотехинспекция не имеет права проверять деятельность предпринимателей на наличие нарушений по пожаробезопасности. Они могут только рекомендовать устранить нарушения, и только после письменного обращения могут принять меры в отношении нарушителей. Так как в 2019 году был объявлен двухлетний мораторий на проверку деятельности предпринимательства. Как вы знаете, в 2019 году был принят мораторий, в котором сказано, что 2 года мы не можем вести плановые и внеплановые работы по предупреждению и предотвращению пожарной безопасности. Только после снятия моратория будем работать в полной мере. А пока ограничиваемся только тем, что работаем по поступившим заявлениям от граждан. По данным МЧС, по всей республике с начала года было зарегистрировано 848 пожаров. Основными причинами пожара являются короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем. Основная доля пожаров приходится на город Бишкек, 2-е место Чуйская область и 3-е место Ошская область. Азамат Кенджешев, Телек Джуматаев, Нью ТВ.